В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске с кратким рабочим визитом президент Татарстана прибыл в Абхазию. Побег из СИЗО. 2 преступников сбежали из изолятора временного содержания МВД. Лесная сказка для детей. Премьера в Абхазском театре. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов приехал в Абхазию с однодневным рабочим визитом. Сегодня президент Рауль Хаджимба принял главу Татарстана. Рустам Минниханов также посетил некоторые предприятия в столице и Очимчирском районе. Репортаж Елены Лолуа. В международном аэропорту имени Владислава Ардзимба президента Татарстана встречал премьер-министр Артур Миквабе. Он поздравил гостя с недавней победой на выборах. Здравствуйте. От всей души вас приветствую. Спасибо. На нашей земле. Спасибо за то, что вы прибыли. Очень рад вас видеть. И хочу вас еще раз поздравить с победой. Безусловно, большое. Спасибо. А я вас с вашим праздником. Спасибо. В первую очередь Артур Миквабе и Рустам Минниханов посетили мемориальный комплекс первого президента Абхазии Владислава Ардзимба, где возложили цветы. Затем в администрации президента состоялась встреча Рауля Хаджимба и Рустама Минниханова. Президент Абхазии поделился впечатлениями о своем недавнем визите в Казань и подчеркнул, что успешный опыт Татарстана полезен для нашей страны. У нас огромный потенциал для сотрудничества, подчеркнул в свою очередь Рустам Минниханов. Первый договор о сотрудничестве был заключен с Татарстаном, и все эти годы Татарстан поддерживал нас в нашем становлении. Хотелось бы, чтобы мы с вами продолжили бы эти традиции. Мы очень заинтересованы активно работать, потому что тот потенциал, который есть в Республике Татарстан, есть в Абхазии, и востребованность в друг друге, она огромная. В составе большой делегации Татарстана руководители экономического и туристического блока, представители ведущих компаний Татарстана. В ходе встречи с членами делегации президент Рауль Хаджимба обозначил главные приоритеты сотрудничества между Абхазией и Татарстаном. Это туристическая сфера, сельское хозяйство, транспортно-логистическая инфраструктура с морскими портами, аэропортом и железной дорогой. Президент обратил внимание инвесторов на перспективный восточный район Абхазии. В Восточной Абхазии необходимо создание туристической инфраструктуры, способной принять и обслужить тысячи отдыхающих, так как все более очевидным становится дефицит мест, которые мы можем предоставить. Кроме того, плодородные земли, расположенные в этих районах, являются прекрасным условием для того, чтобы они стали локомотивом развития сельского хозяйства. Большой интерес для нас представляют инновационные технологии, активно применяемые в Татарстане. Взаимодействие в области культурного и информационного обмена, образования и медицины. Рустам Минниханов подчеркнул, что рассчитывает на увеличение товарооборота между республиками. Высказал пожелание, что в ходе визита татарстанские и абхазские бизнесмены договорятся о совместных проектах. Президент Татарстана также обозначил широкий спектр перспективных направлений для сотрудничества. Совместные проекты в области агропромышленного комплекса, конечно же, туризм, автомобилестроение. Как вы знаете, у нас есть автомобильный завод КАМАЗ, Форд Солерс, и эти машины, они могли быть интересны. Шины, нефтехимические продукции, бытовая химия, в вопросах здравоохранения, фармацевтики, ну и, конечно, наука, образование, спорт. Татарстан – один из регионов-лидеров по уровню развития в России. В республике действуют 2 особые экономические зоны – промышленные парки, технопарки и технополисы. В 2014 году Татарстан занял 1-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Во внешнем мире нашими партнерами торговыми сегодня являются более 140 стран мира. И эта цифра продолжает расти. Сегодня уже мировые бренды выбирают Республику Татарстан для локализации производства. В 2014 году Татарстан привлек прямых иностранных инвестиций 1,2 миллиона долларов в день. О развитии агропромышленного комплекса Татарстана рассказал министр сельского хозяйства республики. По итогам 2015 года мы завершим 220 миллиардами рублевой продукции сельского хозяйства, и при этом
И располагая 2% сельхозугодий страны, мы производим 4,5% продукции сельского хозяйства Российской Федерации. А по объему мы третьи после Краснодарского края и Ростовской области. Об экономическом и инвестиционном потенциале Абхазии рассказал вице-премьер правительства Дмитрий Сериков. Он также проинформировал о существующем режиме беспошлинной торговли между Абхазией и Россией и либеральном налоговом законодательстве. Основополагающее направление экономики страны у нас выступает торговля, связь, туризм, строительство. Конечно, торговый оборот в 2014 году составил порядка 20 миллиардов рублей, при этом экспорт составил почти 3 миллиарда, импорт 17 миллиардов. Отрицательный сальдо, торговый баланс составляет 14 миллиардов. Налоговое законодательство Республики Абхазия является весьма либеральным, и даже если сравнивать не только с Российской Федерацией, но и даже с большинством всем на слуху известных стран, таких как Сингапур и Малайзия. Министр экономики Абхазии представил несколько проектов, которые уже находятся в разработке. Среди них развитие Ачимчирского морского грузового порта, для чего понадобится более 1 миллиарда рублей. По нашим подсчетам необходимые инвестиции для реализации этого сценария составят 1,2 миллиарда рублей. Срок окупаемости до 4 лет с учетом текущих грузопотоков и привлечения транзитных грузов в силу перегруженности российских морских портов в акватории Черноморского бассейна, ближайших морских портов. По завершении расширенной встречи президенты Абхазии и Татарстана вышли к журналистам. Они вновь обозначили приоритетные направления сотрудничества. В первую очередь это все-таки туристическая, курортная сфера. Мы благодатный край, и не использовать эти возможности было бы неверно. Есть и направление аграрного сектора, который важен очень для нас и важен для туриста, приезжающего в Абхазию. Мы должны обеспечить туриста своими продуктами, а не завозить их откуда-то. Есть и другие направления, которые очень важны для Абхазии. Это энергетика. Энергетика сегодня самая дешевая у нас. Это не использовать для инвестора было бы неверно. Налогообложение. И самое, практически у нас льготные условия для того, чтобы инвестиции приходили сюда. Какие направления? Конечно же, агропромышленный комплекс. У вас очень благодатная природно-климатическая среда, и здесь надо бы посмотреть. Второе, конечно, мы одни из крупнейших производителей полимеров, бытовой химии, автомобилей. Значит, эти товары и изделия, они нужны в вашей стране. С другой стороны, мы востребованы в тех продукции, которые у вас делаются в Абхазии. Мы готовы предоставить тоже свои торговые для опта, для розницы. Следующее направление, конечно, туризм. По своей привлекательности и туристической возможности Абхазия – это одно из таких самых интересных мест для отдыха. Мы считаем, что в этом направлении мы тоже будем активно сотрудничать. Президент Татарстана в этот день посетил несколько предприятий в столице и Ачимчирском районе. Елена Лола, Алексей Агуха, Абхазское телевидение. Один из пунктов программы визита президента Татарстана в Абхазию – посещение Сухумского молочного завода. Рустам Минниханов в сопровождении премьер-министра Артура Миквабия посетил также тепличный комплекс в селе Кындых. На Сухумском молочном заводе Рустаму Минниханову продемонстрировали оборудование, рассказали о планах и перспективах. Минниханов предложил использовать на предприятии сухое молоко, которое производят в Татарстане. У нас молока хватает сухого. Посмотреть, какой ассортимент можно здесь. Потом можно завозить вдобавок то, что здесь нет. Те продукты, от себя завозить. Это же новые рынки вам открываются. После посещения Сухумского молочного завода премьер пригласил гостя посетить Ачимчирский район, в частности, тепличное хозяйство в селе Кындык, совместное абхазо-турецкое предприятие по выращиванию томатов. Президент Татарстана поинтересовался, какую технологию здесь используют и какова урожайность. Мы планируем 25 килограмм здесь, уже 83 получаем. Здесь охлаждать надо, но охлаждать дороже получается, чем обогревать. Поэтому надо присматривать, конечно, и такие теплицы, и другие. Рустам Минниханов осмотрел теплицы, побеседовал с руководством компании. В четверг вечером президент Татарстана вылетел в Сочи. Белла Кварчи, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.
2 октября абхазская делегация во главе с премьер-министром Республики Абхазия Артуром Микваби примет участие в Международном инвестиционном форуме Сочи-2015. В связи с этим прямой эфир передачи «Задай вопрос министру» с участием главы правительства переносится на вторник. Международный инвестиционный форум Сочи – современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке правительства Российской Федерации для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций. Сегодня в Москве начал свою работу 4-й международный парламентский форум «Роль парламентов в обеспечении международной безопасности в современных условиях». По приглашению председателя Государственной Думы Федерального собрания России Сергея Нарышкина в работе форума принимает участие заместитель спикера Народного собрания Абхазии Даур Аршба. В рамках форума будут работать 2 секции. Роль парламентов и межпарламентских организаций в укреплении верховенства международного права и безопасности и вызовы миграции в современном мире и сотрудничество парламентов в их разрешении. Как сообщает пресс-служба МВД, 1 октября примерно в 3 часа ночи из изолятора временного содержания МВД Абхазии совершили побег находящиеся под стражей и осужденные Бачо Харзалия и Бидзина Хасия. Обстоятельства побега уточняются. Это не первый побег, который они совершили. В июне 2012 года Бачо Харзали и Бидзина Хаси сбежали из СИЗО Дранда. Тогда побег был совершен под угрозой применения огнестрельного оружия. Арестанты покинули СИЗО через главный вход. Беглецы были осуждены к длительным срокам за совершение особо тяжких преступлений, таких как разбойное нападение, похищение граждан и другие. Их искали недолго. Уже к вечеру того же дня они были задержаны. Спустя 3 года, 1 октября в 3 часа ночи, Бачо Харзали и Бидзина Хасия вновь совершили побег. На этот раз из ИВС МВД Республики. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, Бачо Харзали был осужден по 3 статьям Уголовного кодекса Республики Абхазия. В части 2 статьи 217 «Незаконное приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Части 3 статьи 315 «Побег из места лишения свободы, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». И части 2 статьи 159 «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Бидзина Хаси осужден по части 5 статьи 32 «Пособничество в совершении преступления», части 3 статьи 315 «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья». И части 2 статьи 308 «Заведомо ложный донос о совершении преступления, совершенное с обвинением лица в тяжком или особо тяжком преступлении». Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 315 Уголовного кодекса Республики Абхазия. В ходе расследования следствием будет дана правовая оценка действиям и бездействиям должностных лиц Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Подразделения отдела внутренних дел республики проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание вышеуказанных лиц. В дни празднования Дня Победы в Абхазии побывали различные делегации. Среди них делегация из Северной Осетии. В ее составе ветераны Отечественной войны народа Абхазии и родители погибших добровольцев. Сегодня участников делегации принял вице-президент Виталий Габния. Вице-президент поинтересовался их здоровьем, обещал помощь в решении насущных проблем. На встрече осетинской стороной поднимался вопрос возможного строительства реабилитационного центра для инвалидов войны. Виталий Габния отметил, что обсуждение проекта возможно лишь при наличии реального инвестора. Участники северо-осетинской делегации преподнесли подарки от главы республики руководству Абхазии. С Бадрем, который тоже здесь возглавляет инвалидскую организацию в Абхазии, и какие-то планы уже есть у нас совместные. Отсюда хотим направлять инвалидов с их семьями в реабилитационный центр. У нас в Москве очень большой центр. И хотим пока начать вот с этих планов, что отправлять сюда инвалидов, может даже колясками помочь инвалидам. Пока вот такие, так сказать, наметки совместно есть у нас.
День Победы накануне отмечали во всех районах республики. Праздничные мероприятия прошли в городе Гал. На главной площади собрались тысячи жителей района. И после возложения цветов к мемориалу погибших люди еще долго не расходились. На 30 сентября в Гале было запланировано немало мероприятий. В хорошем настроении отмечали эту знаменательную для нашей страны дату. Звучали песни военных лет на абхазском языке. Накануне группа молодых людей организовала шествие с флагом от парка Славы до реки Ингур. Таким образом, ребята решили отдать дань памяти тем, кто 22 года назад принес свободу нашей стране. Бережно хранить память о героизме отцов и дедов. Никогда не забывать тех, кто ценой своей жизни принес свободу нашей стране. Вот что двигало этими ребятами, участниками акции. Решившись пройти такое немаленькое расстояние, ребята даже не задумывались, насколько это будет сложно. Для них эта акция – дань памяти тем, кто прошел этот победный путь 22 года назад. Это будет нелегко, но ради тех, кто погиб, можно на это и жениться. С моими друзьями, с моими братьями будет легче выдержать. Участников акции собралось всего 15 человек. Они с сожалением отмечают, что не успели оповестить об акции всех своих друзей и родных, ведь идея возникла только накануне. Мы будем проходить путь от Сухума до Ингури, до границы, конца границы Абхазии, этим сопровождая те шаги, которые 22 года назад наши отцы и братья провели достойно, освободив нашу родину. У каждого из этих ребят есть семейная военная история, и эта акция становится ее частью. Мой дядя Хакба Дмитрий Харитонович, ему было 16 лет. Во время войны ему исполнилось только 16 лет. Он школу не успел закончить, всю войну прошел, всю живой, сейчас герой, имеет орден. Участникам акции, чтобы дойти до места назначения, потребовались сутки. В четверг утром они были у реки Ингур. Здесь их ждал праздничный концерт. Наверняка у акции будут последователи. И единственное, чего хотят нынешние ее организаторы, чтобы все эти маршруты были мирными. Сария Смыр, Саид Айба, Абхазское телевидение. Сегодня в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля для детей «Лесная сказка» по мотивам произведения Валентина Когония. Режиссер Алхаз Шамба. Первыми премьеру посетили школьники младших классов столицы. Подробности в материале Ренаты Шакая. «Лесная сказка», название которой говорит само за себя. Все события происходят в лесу. Действующие лица – звери, а главные критики – дети. Крепкая дружба способна на многое. Таков смысл лесной сказки. Если друзья вместе, они могут многое. Поодиночке – нет. Как и в любой сказке, здесь есть положительные и отрицательные герои. Спектакль рассказывает о том, что нехорошо быть зазнайкой. Если ты чего-то достиг, нехорошо при этом забывать друзей. Говорится о том, что один в поле не воин, что если ты с друзьями, победить зло гораздо проще. В лесной сказке не обошлось и без голодного серого волка. Эта роль досталась актеру Даура Аруха. За плечами актера огромное количество различных ролей. По его личному признанию, волнение перед выходом на сцену – это нормальное явление. Но играть роль перед детьми всегда сложно, говорит актер. С детьми работать всегда труднее, потому что ребенка не обманешь. Мы взрослые иногда и сами притворяемся, иногда верим неправде. Детей не обманешь. Ребенок, надо искренне ему все дать, а то они поймут и не понравится. Сказочные декорации, красочные костюмы, игра артистов никого не оставили равнодушными. Дети и их родители смогли окунуться в волшебный мир детства. Я там поняла, что когда охотник пришел
Он спрятался, а потом заяц взял у него ружье. Этим ружьем он выгнал лису из леса. Потом он начал себя считать главным. Мне очень понравилась эта сказка. Я буду всегда приходить, когда они будут идти. Кто из персонажей больше всего понравился? Заяц. Ну почему, расскажите? Он стрелял, он бегал, он хотел себе дом этот забрать, и все время стрелял там в лесу, медведя и волка. Они его боялись. А как вы думаете, можно себя так вести? Нет. Почему? Потому что это плохое поведение, и нельзя так делать. Очень хорошо сыграли. Мне очень понравилось. Рената Шакай, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 65 рублей 3 копейки, евро 72 рубля 49 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет облачно, временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 16-18, днем плюс 24-26 градусов. Температура морской воды плюс 25 градусов. По Сухому облачная погода с прояснениями, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 17, днем плюс 25 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.